тот самый день, самый долгожданный и самый волнительный. Сегодня финалисткам регионального конкурса «Татар-Кызы» предстоит показать все, чему они успели научиться за время проекта. Судьями будут уже не только члены жюри, но и весь зрительный зал. Финал проходит в областной государственной филармонии. Bizning izdabızga quvonib, biz onun üçün tauş beremiz, biz onu yaratamiz, biz onu suyamiz, biz quvonamiz, bizning shunday izdabız bar ekani üçün. Rahmat onun aniyine, onun tuğanlarına, onun shunday matur bo'luvina, biz onun bilan qanoatmiz, biz onu yaratamiz, biz birga bo'lishga tirishamiz. Shunga biz izdaga zo'r rahmat aytamiz, shunday beygida bag'ishlanib, shunday matur ettirib qatnashganga. А участницы конкурса решили, что будут болеть друг за другом. Настоящая дружба – это главная награда, которую получит каждая из них. На самом деле я уже успокоилась, я получаю наслаждение. Очень жалко, что все заканчивается, потому что нам придется попрощаться с преподавателями, с девчонками с нашими, с которыми мы уже так сдружились. И вообще очень грустно на самом деле. Но волнения нет. Мы все готовы, и я желаю лично победу каждой из нас. Татар-Кызы конкурсы бик уникаль шара. Мен бик шатмын катнашканыма. Бу шарада инде безнең төрле этаплар булды. Төрле дуслар һәм танышлар белән барыбыз да таныштык. Һәм әйтәсе килә инде бик зур тәҗрибә алдым. Барысына да чын күңелдән зур рәхмәтләремне белдерәсем килә. Я шла на конкурс, я не знала татарского языка, я не знала историю татарского народа, за что мне было очень-очень стыдно. Я приобрела много новых друзей, полезных знаний, навыков, опыта. Спасибо большое организаторам за такую возможность. Этот конкурс – это целая история, это маленькая жизнь, которую мы все вместе с участницами, с нашими преподавателями, с организаторами вместе пережили. И я думаю, мы это событие грандиозное, я думаю, каждый из нас будем вспоминать очень долго-долго, будем еще рассказывать своим детишкам, своим внукам, делиться своим опытом. На самом деле это незабываемые впечатления, и скоро у нас финал, у нас выход через несколько минут. Да, волнения присутствуют, но оно, наоборот, немножко подстегивает нас, и я надеюсь, и я верю в то, что у нас все пройдет на высшем уровне. Так ли это, предстоит решить зрителям. Сегодня они увидят самый необычный и самый впечатляющий финал за всю историю проекта. Все испытания нынешнего сезона объединяла тема семьи. Она стала главной в финале конкурса. Зрители увидели очень искреннюю и проникновенную историю, которая наверняка бы могла случиться на самом деле. Семейное счастье прервано войной. Трагедия страны становится драмой каждой семьи. Отец уходит на фронт и навсегда остается молодым в памяти дочерей. С их ролями замечательно справились финалистки конкурса «Нани Инжеляр» и совсем юные участницы национального ансамбля «Айгуль». И вот девочки выросли. Аплодисментами зрители встречают участниц конкурса «Татар-Кызы». Покинув дом, каждая из них скучает о матери. Письма, прочитанные со сцены, полны собственными чувствами. И зрители, и сами участницы едва сдерживают слезы. В торжественной церемонии приняла участие оперная певица Эльвира Авзалова. Ее голос стал настоящим украшением праздника.
Еще один яркий акцент – танцевальные номера ансамбля «Булгары». Этот прославленный коллектив приехал в Челябинск по приглашению Конгресса татар Челябинской области и привез вместе с собой атмосферу настоящего деревенского праздника. Взрослые дочери, кажется, уже никогда не вернутся домой. У них своя жизнь, но все же вряд ли кто-то всерьез будет спорить с тем, что Родина остается в сердце навсегда. И в доме, где родился, сон самый крепкий и самый счастливый. Семью объединило новое поколение. Благодаря церемонии зрители смогли увидеть два традиционных религиозных обряда – никах и именоречение. В роли муллы – настоящий имам Рауфан Хазрат Гафаров. Аллаху Акбар. Юртугуз баракат нур билан тулсын. У этой истории счастливый финал. Какие бы невзгоды ни встретились на пути, жизнь все равно остается самым бесценным даром. А истории и традиции объединяют прошлое и настоящее, становятся крепкой опорой. А без семьи счастье, пожалуй, не имеет смысла. Теперь в этом уверены и участницы конкурса. Эти знания и уникальный опыт навсегда останутся с ними. Встречайте на сцене наших финалисток, друзья! Жюри предстоит принять непростое решение. Пока идет финальное совещание, зрители наслаждаются концертной программой. Заключительное дефиле в бальных платьях, и уже через минуту станет известен итог нескольких месяцев серьезных испытаний. Но неожиданно ведущие решили отойти от сценария. Жан, я тебя очень сильно люблю. Женым, син меня, кияуге шикарга, ризамы. Жанна, мы ждем ответ. Она ответила «да». Жених уверен, что его возлюбленная достойна победы в конкурсе. И все же самый главный приз Жанна уже получила. Она очень добрая, она прекрасная, обаятельная. Я ее очень сильно люблю, она любит меня. Этого достаточно. Каждой из участниц конкурса была присуждена победа в одной из номинаций. Гульназ Галямова получила специальный приз от Всемирного конгресса татар за лучшее знание родного языка. Его вручил почетный гость церемонии, председатель Всемирного форума татарской молодежи Табрис Ярулин. Но кто же признан лучший из лучших? Есть еще один сюрприз на сегодняшний день. И решением жюри сегодняшнего финала на полуфинале международного конкурса в Казани наш регион представит две участницы. Звание вице-мисс заслуженно досталось Илине Канбековой из Магнитогорска, а победительницей регионального конкурса красоты и таланта «Татар-Кызы» стала Резида Мигранова из Златоуста. Обе девочки молодцы. Буквально полбалла не хватило Илине, чтобы занять место победительницы. Что говорить о Резиде? Это действительно очень талантливая, очень воспитанная, умная, очень нежная, наверное, одухотворенная девушка, сочетающая в себе все традиции нашего народа, воспитанная в духе, именно татарском духе. И я думаю, что жюри и болельщики были сегодня едины в своем выборе. Это подарок судьбы, я считаю. Еще один бесценный опыт ждет меня. И я верю, что нашу область я представлю достойно. Я буду работать над собой, и все получится. Забегая вперед, скажем, что у Резиды действительно все получилось. Она вошла в число 14 финалисток международного конкурса и представит наш регион в финале. 9 ноября торжественная церемония пройдет в Казани. Завершилась еще одна интересная и яркая глава уникального проекта «Татар-Кызы». Но история его еще не дописана до конца. Какой она будет? Наверняка интересной, яркой, интригующей, поучительной и, конечно, счастливой.